публикация, передача о том, что томские ученые нашли микроорганизм нашей Якутии, это по реке Алдан, микроорганизм, который продлевает жизнь белых мышей. И они говорили, что нашли этот микроорганизм впервые, что они первооткрыватели этих микроорганизмов. Об этом мы услышали и были немножко возмущены, потому что с этими микроорганизмами, которые они описали, мы потом его нашли в их трудах, это микроорганизмы Bacillus subtilis, это споровые микроорганизмы, которыми богата наша природа. Этот микроорганизм есть и у ископаемых животных, этот микроорганизм есть у современных растений, современной почве, поэтому большого открытия в этом не было. Для изготовления кормовых добавок. К сожалению, у нас в России 1-2 завода есть, но они обеспечить потребность России этих ферментов не могут. А я выступал в 2005 году в выставке Экспо в Харбине о том, что есть микроорганизмы, которые могут вырабатывать ферменты. Тогда очень заинтересовались компании, фармацевтические компании Китая. После этого, через 7-8 лет, они у себя построили 5 заводов. Они этот штамп от нас не получали, хотя они просили, мы им в то время было строго. Они получили этот штамп Соединенных Штатов Америки на $1 миллион. И наладили производство ферментов. Эти ферменты мы сейчас закупаем с Китая. Наше Министерство сельского хозяйства ежегодно выделяет 10-12 миллионов рублей. А что такое 10-12 миллионов рублей? Это заработная плата одного чиновника большого предприятия, например, этого газовой отрасли. Это смешно же. И мы бьемся все ЕГСХ, Институт биологии, знаете, 12 миллионов, еще друг друга обижаемся. Так же ведь? Да, не должно быть. Хотя бы должно быть, минимально 50-60 миллионов рублей для внедрения и животных. Первое, надо создавать вирусологическую лабораторию. А в вирусологической лаборатории там руководители, исполнители и тому прочее. Это все мы найдем. Есть у нас люди, которые прошли стажировки вирусологов. У нас есть, пока у ветеринарных специалистов единственный вирусолог остался Юров Константин Павлович. Вы его очень хорошо знаете. Он работает заведующим отделом вирусологии Всероссийской института экспериментальной ветеринарии. Он готов нам помочь, чтобы освоить, оснастить. Даже он может приехать сюда, хотя бы на, как и вы говорите, ведущий ученый, 3-4 месяца, чтобы наладить работу такой лаборатории. Почему я говорю? Потому что последние годы, по-моему, все наши руководители, в том числе и ведущие центрального телевидения, стали вирусологами. Это от нехорошей жизни, уважаемые коллеги. Опасность у нас есть. У нас есть, например, болезнь среди лошадей наших якутских, прекрасных лошадей, ринопневмония. В 2019 году вышли новые правила борьбы, профилактики этой болезни. Там черным по белому написано, что
у больных лошадей мясо не употребляется. Мясо перерабатывается и дается в корм животным. А у нас, уважаемые коллеги, я этим занимаюсь, изучаю, разработал вакцину против пневмонии лошадей. Знаю, что каждое хозяйство имеет лошадей, которые носят вирус пневмонии. А наша ветеринарная служба, даже в плане ветеринарной службы нет исследования на вирус или на пневмонию. У нас в прошлом году впервые в нашей республике зафиксировано инфекционное заболевание, инфекционная анемия лошадей. Его не было никогда, Леонид Николаевич. Мы с вами все это знаем, это же вот из-за потепления. Появились переносчики. Инфекционную анемию переносят насекомые. А в Ангинском улусе выявили инфекционную анемию лошадей. Это острая заразная болезнь животных, которая при появлении этой болезни только один метод – это убой. Как белокровие, да? Да, это болезнь крови. Ну вот такие перспективы по препарату Сахабактисуттил. Препарат очень перспективен. Это штаммы, наши штаммы, то есть авторами являемся мы, патент у нас, регистрация, депонирование у нас, все есть. Остается его реализовать, то есть наладить производство. По производству я еще скажу, потому что производство лекарственных средств это очень сейчас в настоящее время очень сложным производством стало. Почему? Требований больших, серьезных требований на производство лекарственных средств, в том числе и в медицине, не было. А сейчас правила мы приняли GMP. А это правила, которые разработали в Соединенных Штатах Америки и Европе. Это правило тоже мы, как страна, которая стремится к развитию, должны принять. А эти правила очень жесткие. Поэтому в настоящее время у нас возникла угроза закрытия нашего производства. Наше производство, это экспериментальное производство, налажено в 2000 году. В 2015 году мы получили лицензии Россельхознадзора. Казалось бы, недавно, совсем, 5 лет. Хотя действуют до сих пор правила производства лекарственных средств 2013 года, в котором описано, как должны делать, то есть что должны делать. Мы на основе этих правил в 2015 году получили лицензию. А сейчас Россельхознадзор от нас требует, чтобы мы выполнили все пункты правил GMP. Это правильно, с одной стороны, это очень трудно. Это должны быть чистые помещения, полы, потолки, стены, без швов, пол должен быть гладким, потолок должен быть гладким, там должен быть воздух с фильтрацией. А для оборудования вот такого чистого помещения нам необходимо минимально для реконструкции нашего производственного цеха 35 миллионов рублей. Мы об этом уже договорились. Есть люди, есть фирмы, которые готовы провести реконструкции нашего цеха. А этот, заквашенный этим микроорганизмом, он употребляется без сахара. Он сам сладковатый. И вот я каждое утро стакан пью этого сорта, этого молока, заквашенного этим микроорганизмом.
Без сахара, без ничего. У нас есть кумыс исхорат. К сожалению, мы не знаем, из каких штаммов, из каких микроорганизмов у нас готовится. А все кисломолочные продукты, они должны иметь закваску. Так же во всем мире так. У нас только в Якутии и, по-моему, и даже в Казахстане и Монголии, где производят кумыс, у них заквасок нет. Закваски есть в Башкирии. Башкирский кумыс не имеет свою закваску. Вот у нас задача стояла, тоже никто нам не говорил, ни один производитель, ни один чиновник, ни один департамент, что надо этим заниматься. А мы к этому подошли сами, потому что видим, что у нас это дело, могут, сейчас если проверка придет, они могут закрыть производство кумыса, но он же продается в магазинах, же стоит, кумыс нет. А с каких штаммов они его изготовили? Как изготовили, никто не знает. Самое главное, что делать в наших условиях? В первую очередь, надо в бюджете предусмотреть заявку на производство вакцины против МИТа, которую мы в этом году закончим утвердить, и самовольного аборта и парабиотика сахабактуса. На это надо в бюджете 35 миллионов рублей. Сумма небольшая. Эффект какой, я уже говорил. И второе, надо нам помочь каким-то образом. Или, может быть, это из бюджета, может быть, это инвестор, частное лицо, 35-40 миллионов для реконструкции, или 138 миллионов рублей для строительства биофармзавода. Строительство биофармзавода мы с помощью нашей Академии национальной включили научно-образовательный центр. Там он фигурирует. Осталась поддержка со стороны нашего руководства, Министерства экономики, Министерства финансов, кто ведает.